Совсем недавно в Казани прошел Кубок мира по таэквондо ГТФ, где кыргызстанские спортсмены показали блестящий результат, завоевав 18 золотых, 9 серебряных и 3 бронзовых медалей. И прямо сейчас мы поговорим с этими спортсменами и познакомимся поближе. Ребята, привет! Здравствуйте. Как ваше настроение? Отлично. Ребят, в первую очередь я хочу вас поздравить всех с победой, потому что вы все большие молодцы, мы все вами гордимся. Вы все в Бишкек вернулись победителями, чемпионами. Расскажите, как это было? Какие впечатления остались после Кубка мира? Рахим, давайте начнем с вас. Я шел к этому всю свою карьеру. Я карьеру начал с 12 лет, 4 года, 4,5 года тренируюсь. Мечтал об этом, цель была все 4 года стать чемпионом мира. Чемпионом Кубка мира удалось стать. Но мы на этом, по крайней мере, я не остановлюсь на этом. Будем идти дальше, только расти и расти. Но впечатления остались только хорошим, большой опыт. Не подвел родных, весь Кыргызстан не подвели своих родных. Впечатления остались отличными. Что ты почувствовал, когда тебя объявили чемпионом? Какие чувства были? Я не знаю, как это передать. Это непередаваемое чувство, стать чемпионом мира. Но каждый может стать им, если тренироваться усердно, идти к своей цели. Мы все видим только вот оболочку, да, вот ваш результат. Казалось бы, со стороны это кажется очень легко. Поставили цель, поехали, добились. Но наверняка за этой ширмой есть много препятствий, с которыми вы сталкивались, трудности. Расскажите о них. Самое основное это было тренировки. Главное перед чемпионатом держать свое здоровье, чтобы оно было в порядке. И еще самое основное это была весогонка. Тоже гоняли, я лично гонял 8 килограмм. Тяжело удавалось, но справились с этим. Последние две недели очень сильно тренировались, по 3 часа. Это было трудно, это было жарко. Что мотивировало тебя вот каждый день просыпаться, идти на тренировку? Стоять на первом месте пьедестала. Это мотивировало. Не подвести Кыргызстан и родных, и главного тренера. Было 16 стран участвовало. В моей категории 70 килограмм было 24 соперника. Чтобы завоевать золотую медаль, мне нужно было выиграть 7 соперников. Мне это удалось. Вот золотая медаль на мне. Расскажи, пожалуйста, какие у тебя впечатления остались от Кубка мира и ожидал ли ты, что станешь чемпионом? Мои впечатления очень радостные были. Очень рад, что поднял флаг Кыргызстана и порадовал весь Кыргызстан. После как стал в пьедестале, очень радовался. Да? Я шел этому пути уже 2-3 месяца. Здоровое питание ел, вставал утром, бегал. Каждый день пахал, чтобы стать первое место. Когда здесь тренировался, ходил на тренировки, готовился, ожидал ли и знал ли, что ты победишь? С каким настроем ты туда поехал? Я очень мощным настроем поехал туда. Каждый день же тренировался, уверен был в себе выиграть. И получил эту золотую медаль. Данияр у нас самый юный спортсмен, да, наверное, сейчас среди нас. Расскажи, пожалуйста, как тебе удалось завоевать золото? Сложно ли было тебе? Я бою сложность не испытал. У меня самая главная сложность была побороть себя. Я каждый день поборол себя. У меня самое сложное было это на тренировках. Мы тренировки работали много. Самое главное было гонять вес. Ага, у тебя получилось. Да. Вообще режим спортсмена, конечно же, отличается от жизни обычного человека, да? Как тебе удается совмещать и спорт, и школу? Ну, я этому привык уже. Но если привыкаешь, то уже невозможно отцепиться от этого. Вообще, ты сам выбрал этот вид спорта? Как ты к этому пришел? Да, выбрал сам. Ну, в моем школе аж открылся таэквондо ГТФ. Ну, я не знал, когда я был маленьким, я не знал, что в нашей школе есть таэквондо. Я помню, в нашей школе было выступление, и после этого видео выступления мне очень понравилось, что есть такой спорт таэквондо, там очень много, это очень красивый вид спорта, можно сказать. И поэтому я в своем желании было и пошел на этот спорт. Лисан, расскажи, пожалуйста, какие у тебя впечатления остались от Кубка мира? Впечатление вообще, это просто не передать словами. Я хочу еще раз провести этот чемпионат. Мне это очень понравилось.
Я знаю, что ты обладательница многих призовых мест, да, ты являешься неоднократной чемпионкой, как я знаю. Да. Скажи, пожалуйста, чем тэквондо тебе помогает в обычной жизни? Тэквондо меня дисциплинировало. Тэквондо дает мне желание учиться, быть лучше во всем, да? Вот. Из-за этого я даже захотела на Кубок мира ехать, чтобы быть, доказать, что я лучшая не только в Кыргызстане, но и в мире. Молодец. Анвар, я знаю, что ты начал заниматься уже тренерской деятельностью. Расскажи, пожалуйста, сколько ты уже занимаешься этим видом спорта и как ты к этому пришел? Этим видом спорта я занимаюсь уже 8 лет. 8 лет занимаюсь. У меня было и проигрыши, и победы были. Но все равно этот спорт меня сделал сильнее. Я никогда, не ломался, да? Потому что я иногда много проигрывал, но все равно я шел к этой цели, тренировались, я это забывал, свои проигрыши. Потом такой появился шанс, то, что стал, чемпионом Кубка мира стал. И приехал в Бишкек, порадовал своих родителей, хотел сказать своим родителям спасибо, то, что меня отправили. Тренеру спасибо, то, что он так нас воспитал. Это очень нам помогло, то, что как раз я пошел в тэквондо переходной возраст, и как раз он меня поставил на, на хороший путь, да. И вот я благодарен своему тренеру. И вот я уже сейчас с ним открыли мы еще один зал. Мы открыли еще один зал, Капкан. Там уже у меня пошли ученики, уже будет скоро 3-я тренировка. Я хочу воспитать таких же спортсменов, как у нас. Как наши тренера воспитали нас, таких хочу спортсменов воспитать, да? Мен тэквондомен 9 жашымнан барып машық баштағам. Башында абдан қиын болды. Талықпаған эмгектің артынан ушуга жетип отурабыз баарыбыз. Кандай максаттарды коюп атасың алдыга? Ушу менен токтойбуз, астында чоң целдерди койгом. Ошого жеткенге талыкпай эмгек кылам. Астында чемпионат мирге даярданабыз буюрса. Ошо 1-чи место алганга аракет кылам. Целим ошол. Айжан, расскажи, пожалуйста, как давно ты занимаешься тэквондо ГТФ? Как ты к этому пришла? На самом деле, зачастую говорят, что спорт там больше мальчики занимаются, вот поэтому как ты к этому относишься? И это был твой выбор или же тебе родители, может, посоветовали? Тэквондо это был мой выбор. У нас было приехали 2 федерации. Сперва одна федерация была, я не захотела в нее идти, потому что там было очень стрёмно идти туда. Потом приехал наш тренер, показали выступление очень шикарное. Мне это прям понравилось, и я захотела прийти на этот, на тэквондо. Я ходила с братишкой, потом братишка мне не захотел идти. Потом я занимаюсь уже где-то 4 года почти. Я занимаюсь с 9 лет. Я даже не думала, что я поеду на Кубок мира. Меня верили родители, меня отправили на Кубок СНГ за рубеж. Отправили мои Нагашата. Они оплатили мне поездку, они очень сильно верили в меня. Но я пыталась выиграть там, но не получилось. Мне кажется, у тебя еще все впереди. Да, я хочу, я даю слово, что я в следующих соревнованиях где-нибудь на рубеж выиграю 1-е место. Молодец. Скажи, пожалуйста, как проходят твои тренировки? У вас есть определенный режим? Да, у нас в неделю 3 раза, но по субботам мы иногда ездим в другую школу, там тоже тренируемся. До соревнований мы ездили сюда, в РМ. Здесь тренировались, первый день я не ездила сюда, потом я поехала, потому что у меня было дела были. Еще я с тренером меня очень хорошо поддерживал. Я оставалась с ним после занятий, мы с ним тренировались где-то полчаса, даже больше. И вот мы с ним очень хорошо тренировались. Спасибо тренеру, что он верил в меня и дал такую поддержку. Вот ты говоришь, что твои родители верили в тебя, да, и очень сильно поддерживают. Может быть, это как раз-таки поддержка родителей тебе дает? Мои родственники, они очень хорошо верили в меня, поэтому у меня появилась мотивация ходить до черного пояса, до 9-го дана. Искандер, давайте познакомимся с вами тоже. Расскажите, как вы пришли в тэквондо ГТФ, как давно занимаетесь? Пришел я с 8 лет. Привели меня родители, показали, что такое тэквондо, и мне понравилось. Уже занимаюсь 5 лет,
Съездили в Казань на чемпионат Кубка мира. Очень понравилось, все на высоком уровне. Заняли первые места и порадовали наших кыргызстанцев. Вот ты когда получил первое место, кому первым позвонил и сообщил о своей победе? Всем маме, родителям, близким. своим. Близким, да. Что, как они отреагировали? Порадовались, гордились. Ребят, в спорте бывает всякое. Бывали ли у вас случаи, когда вы были не согласны с судейством? Да, были такие моменты, например, судьи не видят твой удар, не засчитывают твои баллы. Это было со мной на Кубке мира. У нас есть, например, два различия, например, спарринг и поинт-спарринг. Вот на поинт-спарринге я дрался за финал, за первое-второе место, за золото дрался. И, получается, на последних секундах я ударил, получается, соперника в живот с разворота. Там не засчитали 4 балла. Вот, получается, я лишился золота на поинт-спарринге именно. Ну, чемпионом удалось стать, получается, по спаррингу, а вот поинт-спарринг, получается, отдал золото россиянину. Вот из-за этого бывают такие моменты. И чтобы вот таких моментов не было, нам нужно именно Кыргызстану развивать более продвинутых судей, более ответственных, более внимательных. Рахим и Ануар, вы братья. Кто первый начал заниматься тэквондо? И кто кого пригласил в этот вид спорта? Ну, я первый пошел, потому что на школе, когда было открытие, я туда пошел и пришел домой, сказал родителям, можно я буду заниматься тэквондо. Они сказали, хорошо. Потом я где-то месяц потренировался, братчик сказал, я тоже буду тренироваться. А родители сказали, ты пока посиди дома, потому что старший брат тебя сам научит, говорили так. И они, как бы сказать, ну, они боялись то, что он еще маленький и не хотели его отдавать. Но потом он тоже записался со мной, тоже начал расти. Ну, сейчас, наверное, уже больше меня он, больше опыта, наверное, больше меня, наверное. Потому что на спаррингах у нас наравне, даже он может выигрывать вот так у нас, да. А вы дома тоже тренируетесь между собой? Ну, дома, ну, когда вот чемпионат у нас, мы утром встаем в 5 утра, там, бегать, ну, только вдвоем все делаем, да. Ну, у нас вся жизнь только вдвоем, только там, все дела мы вдвоем делаем. То есть вы принесли домой 2 золота сразу? Да, Молодцы. 2 золота. И самое хорошее впечатление, это когда братишка вышел на первый бой, выиграл. Потом он стал уже, ну, ему объявили то, что он первое место объявил. Я позвонил папе, родителям по видеозвонку. Вот такие слезы у мамы, у папы. Они плакали, ну, радовались, да? Мне это самое было приятно. И потом я выиграл. Мы также вдвоем позвонили, там, сказали то, что вот так. Все радостные, плакали тоже дома все. Вот самое радостное это, да, было. Классно. Расскажи, пожалуйста, вот ты сказала, что вместе тренируетесь. Придерживаетесь ли вы какой-либо диеты перед соревнованиями? Ну, мы в основном, мы с братишкой много гоняем веса, потому что мы быстро набираем, а потом, как чемпионат, у нас начинается проблема с гонкой веса. Мы, как всегда, утром встаем, вот это, мама каждый день ругает, говорит, почему вы не едите, вот так нельзя, еще раз так будете, там, на тэквондо не будете, хоть у нас такие даже проблемы были. Но все равно папа говорил, вот они спортсмены, они должны все сами делать и как идти до своей цели, да? И мы вот вес гоняли тоже вдвоем. Он бежит, если мне там мало было килограмм сгонять, мне не надо было там бегать. Я еду на велике или на машине, а он бегает, получается, а весь одет, бегает, хоть это зима, дождь, все равно мы бегали, да? Или, ну, вот так, да, было, да, все вместе делали. Расскажи еще, что вот помимо спортивных достижений, да, спорт тебе дает в повседневной жизни? Ну, спорт он все дает. Я вот хотел бы всем сказать, да, чтобы спортом занимались, потому что я как в спорт пошел, у меня все изменилось, да. Я стал, ну как, я лучше себя верить стал, никогда вот мне что-то обиды скажут, мне такого нет, там, обижаться, меня, как сказать, не сломать, да, я уже крепкий стал, потому что спорт, он закаляет человека. И, например, одну тренировку пропустишь, уже как бы сказать, уже как будто месяц не ходил. На следующую тренировку придешь, на тебя все смотрят, его пропустил одну тренировку, вот такое, да. Расскажите, пожалуйста, о своей федерации. Как много спортсменов у вас, о своих тренерах? У нас тренера очень хорошие, они показывают мировой уровень, они нас подняли до мирового уровня, мы стали чемпионом мира. Тренеров очень много, очень хороших тренеров. Федерация Кыргызстана, Тэквондо КТФ,
Активно очень. Мы как только объявили, что будет чемпионат Кубок мира в Казани, они сразу нас пригласили на дополнительные тренировки. Тренировались в клубе «Ерем». Очень поддержал нас «Ерем». Да, выдали нам спортивную форму, в которой мы ездили на чемпионат Кубок мира. Есть очень хорошие условия, потому что мы тренируемся, как бы сказать, в сельских школах. Там особо этих нету условий. Татами нету, такого душа, такого нету. Здесь все, душ, все есть, получается, маты, все, да, предоставлены, круши. Вот мы в своих залах тренируемся только на лапах и на спаррингах, получается, с партнерами. А здесь все условия. Ты сказал, что на протяжении 4 лет, да, занимаешься Да. тэквондо. За это время увеличилось ли количество спортсменов? Видишь ли ты интерес со стороны молодежи, да, именно к этому виду спорта? У нас в Кыргызстане очень много филиалов тэквондо ГТФ. С кем мы тренировались в одном клубе, мы уже все выросли, нас тренер до тренера до такого уровня, что мы уже с братом начали тоже тренировать. Наши одноклубовцы в городе Ош, в городе Баткен открыли свои залы, свои федерации. Там тоже ходят ученики. Мы хотим ГТФ именно развить, да, по всему Кыргызстану, чтобы дойти еще выше мирового уровня. Чтобы наши ученики показывали тоже мировой уровень. Мы сами являемся учениками наших тренеров. Нас воспитали такие тренера, чтобы мы развивали тэквондо ГТФ, тренировались. В нашем зале тоже очень много учеников. И с каждым годом увеличивается, Да, с каждым количество? годом увеличивается. Смотря на нас, там в соцсетях, в интернете видят нас, тоже хотят заниматься, чемпионами становиться. Родственники все видят, тоже говорят своим, например, детям. Они тоже приходят, занимаются, тоже становятся чемпионами. Девочки, сейчас наверняка очень много таких же девочек, которые вас увидели сейчас и хотят также заниматься тэквондо, но пока не решаются. Что бы вы им сказали? Хочу призвать девочек заниматься спортом. Тэквондо очень хороший спорт, да? Как я уже сказала, очень хорошо дисциплинирует. Я очень благодарна своему папе, что он меня поддержал, что записал на тэквондо. Не сказал, ты же девочка, зачем тебе заниматься тэквондо? Он меня, наоборот, поддержал и записал. На данный момент он меня также хорошо поддерживает. Он со мной тоже поехал на Кубок мира. Хочу сказать ему большое спасибо. Твой папа поехал вместе с тобой, чтобы Да. тебя поддержать? Да. Классно. Я хочу сказать, что девочки, не слушайте мальчиков, которые говорят, тэквондо это для мальчиков. Мне это очень говорили в начальной школе. Зачем ты ходишь, если это для мальчиков, только для мальчиков. Нет, это не только для мальчиков, это для девочек. Это подходит для самообороны. И если вы придете именно в тэквондо ГТФ, это будет очень весело. Я советую прийти в тэквондо ГТФ. Расскажите, пожалуйста, как проходил отбор на Кубок мира? Отбор на Кубок мира проходил, это, конечно, не просто так попасть в сборную Кыргызстана. У нас было до этого соревнование сначала, а там уже кто был первые и вторые места, кто занял, а уже из этих создавали команду в спортклубе «Ерем» и под присмотром главного тренера Иманали Атая, нашего тренера, да. Он нас тренировал как главный тренер Кыргызстана. Получается, всегда идет отбор, когда за границу мы ездим, всегда идет отбор. Как выиграть себе лицензию туда, да? Как у вас проходят тренировки? Где проходят сборы? Про сборы расскажи, пожалуйста. У нас есть учебно-тренировочные тренировки, это УТС, они проходят каждое лето на Искуле. Получается, 10 дней мы туда едем, там мы отдыхаем, с утра, конечно, 3 раза тренировки в день. И учим у нас есть хёнги, такая дисциплина, хёнги. Нас там обучают хёнги, чтобы мы получали больше опыта. Проводится много тренировок. Для нашего этого развития, да, чтобы мы еще больше опыта получили. Эти 10 дней проводятся в режиме, в тренировках и в отдыхе в том числе тоже. Спортмен машық қыла, спорт ешқашан жаман жолға алып барбайды. Спортмен машықсаңар, жақсы жолда жүресіңер. Біздің ағайларымызға рахмат айтам. Ушул деңгээлге бизди жеткизди.
Желаю удачи всем начинающим спортсменам, чтобы они достигали своих целей, тренировались усерднее, верили в себя. Я вначале хотел сказать спасибо нашему тренеру дорогому Иманари Атаю, что поднял меня на такой уровень, дал поддержку морально. И родителям, что оплатили эту поездку. Я благодарен всем, кто меня поддерживал. За каждым успешным спортсменом стоит его тренер. Расскажи, пожалуйста, про своего тренера. В самую первую очередь я хочу поздравить тренера с моей победой. Это его заслуга. Все его победы, поражения – это его заслуги. Но самое главное, победы – это все у него в кармане. Спасибо тренеру. Все мои ошибки он учтел и исправил. На Кубке мира я тоже ошибки делал, а теперь мы с тренером эти все ошибки исправляем. Тренер очень добрый, может всегда помочь, все комплексы помогает делать. И спасибо хотел сказать родителям, маме, папе, бабушке, дедушке, всем, тайне, тайта. Всем спасибо. Ну, один раз я проиграла, тренер сказал, ничего страшного, значит, ты выиграла неявно. Ну, меня там чутка подсудили, из-за этого я проиграла на 1 балл. И мне тренер сказал, поэтому нужно явно выигрывать, всегда. И также на Кубке мира я проиграла по хёнгам. Я тоже чуть-чуть расстроилась, но он сказал, ничего страшного, будем работать. Ты проиграла не потому, что тебя засудили, а потому, что ты сделала не идеально. И вот из-за этого я никогда не сдаюсь, работаю над своими ошибками. Хочу сказать спасибо большое моему тренеру. Если бы не он, я даже не знаю, что я бы сейчас делала бы. Спасибо большое ему. Спасибо большое моим родителям за огромную поддержку. Моему брату спасибо большое. И моим сокомандникам. Они меня с аэропорта встречали. Расскажи, пожалуйста, как зовут твоего тренера? Как давно ты у него тренируешься? Его зовут Жахсулыков Санжар. Я тренируюсь у него почти 4 года. И мы уже... Я столько соревнований выиграла, проигрывала. Он сказал, ничего страшного, в следующий раз повезет тебе. И мы очень часто работали над ударами, которые я промазывала, которые отрабатывались. Вот. Я хочу сказать ему очень большое спасибо, потому что он приехал в нашу деревню, которую почти никто не знал в этой, и он активно отвозил нас, тренировал очень к соревнованиям, и я прям очень сильно рада. Я благодарю его, потому что он поехал, я одна единственная поехала из клуба, что он поехал со мной вместе в Казань, город Татарстан. Вот. Я хочу сказать ему большое спасибо. Ребята, спасибо вам за такую дружескую, такую теплую беседу. Мне было очень приятно со всеми с вами познакомиться. Я желаю вам еще больше побед. Надеюсь, мы с вами еще раз поговорим, когда вы вернетесь с золотыми медалями уже с чемпионата мира, да? Все.